Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 5 апреля на среду. Я его для вас буду писать на картах пасьянс. Смотрим все знаки зодиака по очереди от овнов до рыбок в двух частях. Смотрим овны, 5 апреля, среда. События дня покажите мне для овнов. Чашечка чая, гости. Вы пойдете в гости, к вам придут гости. Решится какой-то вопрос, ножницы. Деловая встреча. Да, вот на встрече решатся вопросы. Печаль также может быть. И проверяем с вами горизонтали, вертикали. Так, смотрим. Нет. Сердце есть. Любовь. Также смотрим. Нет, нет, нет и нет. Не вижу больше. Значит, у вас получается в этот день гости, встреча, решение вопроса, любовь. И единственный минус — это какая-то печаль. То есть что-то может вас расстроить, но события не показали что-то. То есть нет ни неприятностей, ни обмана. Возможно, это вас не будет касаться лично. Да? То есть если события не показывают, может быть, не знаю, какая-то информация, там, не знаю, в интернете что-то увидите, услышите, какая-то соседка, что-то подружка расскажет. Ну, тут сложно сказать. Возможно, вас касаться лично не будет. Вот такая информация для вас, овны. Лично у вас, да, показывает, и в личной жизни, и в делах все будет хорошо в этот день. Благодарю за внимание. Перехожу к тельцам. Так, смотрим. Тельцы. 5 апреля. События для тельцов. Покажите мне среда. Колокольчик. Пустые разговоры. Болезнь. Ну, здесь два варианта. Либо это будет плохое самочувствие, либо, возможно, вы будете заниматься своим здоровьем в этот день. Любовь. Общение с каким-то влиятельным человеком. Если брать с болезнью, это может быть врач. Так, теперь смотрим с вами горизонтали, вертикали.
Не вижу я ни горизонтали, ни вертикали. Получается у вас 4 события. Это пустые разговоры, первое событие. Второе — тема здоровья и медицины. Любовь, гармоничные отношения в паре, знакомство может быть. И общение с каким-то важным еще человеком, влиятельным может быть в этот день. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Так, смотрим близнецы. Пятое апреля. События дня. Близнецы. Подсвечник, надежда. На что-то будете надеяться в этот день. Разлука. Чемодан. Пустые разговоры. Казенный дом. Госучреждение. Посещение госучреждения. Шарики. Хорошие новости. Возможно, вот в этом госучреждении будут. Да, смотрите, решится какой-то вопрос. Тут еще лебедь мог получиться, да, то есть когда я брала эту карту, можно было еще лебеди сделать, это верность. Ну, я первые ножницы увидела. Так, а теперь смотрим с вами горизонтали, вертикали. Я не вижу. Значит, получается в этот день надежда с утра. Возможно, вы надеетесь на решение какого-то вопроса. Да? То есть с утра это только надежды. Дальше может быть с кем-то расставание, разлука. Может быть встреча после разлуки. Пустые разговоры. Болтовня, посещение госучреждения, хорошие новости и решение вопросов в госучреждении. Так что, в принципе, у вас все события хорошие в среду. Благодарю за внимание. Близнецы. Перехожу к ракам. Смотрим раки. Пятое апреля. Среда. События дня. События дня для раков. Змея. Змея — это завистники, злые языки, то есть люди, от которых лучше держаться подальше. Могут вам навредить. Исполнение желания может быть в среду. Либо еще был лебедь, верность. Ну, я первую цветочку видела. Если вы увидели лебедя, значит будет лебедь. Корону нельзя. Удача.
Деловое общение, бабочка. Горизонталь, вертикали я не вижу. Так, значит, что получается у вас в этот день? В этот день, значит, будет общение со змеей, будет исполнение желания, удача, да, вот эти два классных события, и будет деловое общение. То есть у вас из минуса только змея, надо быть осторожными, да, то есть в окружении может быть такой вот ядовитый человек. Благодарю за внимание, раки, перехожу к львам. Львы, 5 апреля, среда, события дня для львов. Общение с друзьями. Якорь, остановка, фиксация. Цыпленок, общение с детьми. Возможно, вот друзья будут с детьми. Или вы будете встречаться там, где будут дети. Еще цыпленок — это какое-то новое место, может быть. То есть это что-то новое. Может быть, появится новый друг. Конфликт. Пустые разговоры. Или дерево еще. Да, то есть приглашение тут могло быть. Но я увидела колокольчик первый. Удача. Кровать, интимная связь. Разлуку нельзя. Значит, смотрим, что получается. У вас выходит общение с другом, подружкой. Якорь, остановка в каком-то одном месте в среду с утра надолго. Да, то есть где-то бросите якорь. Общение с детьми или новое место. Конфликт. Пустые разговоры, удача и интимная связь. Ну, вот такие события. То есть из минуса у вас только конфликт выпал. Вам нужно постараться избежать ссоры с кем-то в этот день. Благодарю за внимание, львы. Перехожу к девам. Так, смотрим. Дева. 5 апреля, среда. События дня для дев. Покажите мне.
Рыба. Но рыба это всегда предупреждение, да, то есть может быть какой-то обман, схема, мошенничество, да, то есть когда вас пытаются втянуть, обмануть. Угу, печаль, видите, можете быть расстроены, да, то есть когда поймете, что вот это был обман, расстроитесь. Тайное свидание, тайная встреча. Вот если вдруг, видите, вам надо в тайне где-то с кем-то встретиться, то лучше ничего не скрывать, не юлить, ни с кем в тайне нигде в этот день не встречаться. Потому что эта тайна, мне кажется, может открыться. Цыпленок либо лебедь. Ну, я оставляю цыпленка, я его первым увидела. Цыпленок показывает общение с детьми. Да, неприятность. Подтверждает только вот эту рыбу и говорит, что если вы поведетесь, да, на вот эти уловки, мошенничества, да, то есть вы вляпаетесь в какую-то неприятность в среду. Смотрим, здесь нет, нет, нет. Угу. Значит, что получается? Получается, для вас явно здесь предупреждение. Первое же сразу рыба выпадает и говорит, скользкое дело. Да, то есть делает какое-то заманчивое предложение, вы соглашаетесь, да, то есть находите на свою голову неприятности и печаль. Да, поэтому вот этого вы должны избежать в этот день. И дальше еще показывает, что может быть какая-то тайная встреча в этот день и общение с детьми. Или цыпленок это еще новое что-то, да, то есть, например, какое-то новое место, новый человек, то есть может еще так проигрываться. В общем, вот такое предупреждение здесь для вас, девы, на среду. То есть ни на какие вот заманчивые предложения не соглашайтесь. Или перед тем, как соглашаетесь, точно уточняйте, перепроверяйте, пересчитывайте, не знаю, консультируйтесь с кем-то. То есть тут вот может быть обман в среду. Ну вот такая информация для вас. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку я оставлю под видео внизу в описании. Нажимайте, переходите, увидимся во второй части.